Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Сейчас подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Мужчина против. Житель поселка Серебряный Бор в Нерынгринском районе отказывается покидать дом после пожара. В чем проблема? Рингтон Победы. Патриотическая акция, запущенная НВК «Саха», набирает обороты. Кто уже принял вызов и кому передал эстафету? Земский учитель пользуется спросом. 200 заявок поступило со всех уголков страны для участия в этой программе. 77 из них от якутян. Якутия на WorldSkills. Местные студенты технологического техникума сервиса ведут усиленные тренировки к отборочным соревнованиям национального чемпионата. И повелитель холода. Экстремал из Калининграда заморозит себя с головой в ледяном сердце. Что это значит, где и как это будет происходить? «20 человек обратились за медпомощью с подозрением на коронавирус в Якутии. Все они последние 2 недели находились в странах Азии. Анализы 12 из них оказались отрицательными. Остальные 8 человек пока ждут результатов. Тем временем власти Якутии продолжают держать на контроле ситуацию с коронавирусом. Об этом ранее говорила вице-премьер республики Ольга Балабкина. Напомню, что было приостановлено наземное и воздушное сообщение с КНР. Продлены каникулы студентов, которые учатся в Китае. Также разработаны все схемы и алгоритмы действий в случае выявления коронавируса. Согласие председателя правительства республики на дополнительное финансирование и оснащение республикой прежде всего термометров, которых мы встречаем в аэропортах граждан. Кроме того, непосредственно закуплены аппараты ИВЛ по рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, потому что заболевание связано с затруднениями дыхания и, соответственно, необходимо дополнительное оснащение как таковое. И приобретены будут приобретены часть медицинских компонентов, необходимых для лечения заболеваний. А другой, всем давно известный распространенный вирус ОРВИ выявили уже у 13 тысяч якутян. Такую информацию дала министр здравоохранения Елена Борисова. Среди заболевших в основном дети до 6 лет. Еженедельно Роспотребнадзор проводит мониторинг. У подавляющего большинства преобладают парагрипп, аденовирусы и риновирусы, то есть неагриппозные этиологии. Напомним, что 6 по 16 февраля приостановлена работа всех образовательных учреждений города Якутска. Также отменены и перенесены многие региональные и городские мероприятия с участием школьников. 113 человек сегодня госпитализированы, находятся в лечении, но при этом надо сказать, что именно в стационарах сегодня у нас коечный объем позволяет, хотя тоже у нас есть маршрутизация по перепрофилированию коек. Мы ежегодно, вы знаете, размещаем детей, если у нас есть вспышка большая, в том числе и в других стационарах, как, например, на Грессе в детском. Пока сегодня эти варианты не используются, мы справляемся с теми мощностями, которые есть. Грипп сегодня и все признаки ОРВИ, они протекают в более легкой степени, чем в прошлом году, что, наверное, поспособствовал тот же уровень вакцинации, который мы проводили, он был достаточно высокий в 2019 году. Житель поселка Серебряный Бор в Нерынгринском районе отказывается покидать дом после пожара. Остальные жильцы этого многоквартирного дома уже расселены в маневренном фонде. Почему мужчина наотрез отказывается от помощи, разбиралась наш корреспондент Татьяна Игнатьева. Виктору Величко пришлось поставить замок на дверь, так как в полуразваленном доме сейчас он единственный хозяин. В доме номер 54 первое возгорание было зафиксировано в августе прошлого года, после чего решено было расселить всех жильцов. Тем более, что дом попадает под программу переселения. Тогда все жильцы дружно переехали в предложенное маневренное жилье. Все, кроме квартиры номер 6, где проживала многодетная семья Величко. Из-за того, что хозяева отказались покидать жилье, ЖЭК не смог отключить весь дом от системы жизнеобеспечения. Данной ситуацией воспользовались и другие люди. В первом подъезде у нас самовольно заселились в 4-ю квартиру
асоциальные личности, то есть лица без определенного места жительства, они там какое-то время проживали, распивали спиртные напитки. В итоге вот второй раз возгорание 1 февраля было. Именно по их вине неосторожное обращение с огнем, и при этом пожаре сгорели 2 человека, один уже позже умер в реанимации, один немножечко пострадал. На этот раз полностью выгорел весь первый подъезд. Но и это не коснулось бастующего главу семейства. Все дело в том, что семье не понравилось предложенное администрацией временное жилье. Вот в этом жилом многоквартирном доме, где имеются жилые маневренные помещения, Величко показалось все убитым, а также их не устроил вариант предложения переехать сразу в 2 квартиры, так как семье положено 70 квадратных метров, а здесь они только по 48. Это получается, дети там, я там, что ли? Или как будет выглядеть отец с сыном там, у меня разнополые, 2 мальчика, 2 девочки. И как я буду жить? Но вам же предлагают временно. Временно. Это временно, что постоянно. Это если я туда заселюсь, я там и останусь. Виктор Величко настроен решительно. Его даже не пугают угрозы отключить дом от электро-тепловодоснабжения. В связи с тем, что порыв в первом подъезде устранить невозможно и несущие конструкции 2-го этажа упали вниз, сотрудники ЖЭК боятся даже заходить внутрь. Единственный выход из этой ситуации – это отключить весь дом. Устранить аварийную ситуацию мы не можем, мы можем только отключить весь дом. Отключить весь дом мы не можем, потому как здесь проживает семья, то есть это тоже создает определенную угрозу жизни граждан. В данное время дирекцией строительства республики объявлен аукцион на закупку квартиры по программе переселения. Также администрацией поселка расклеены объявления о покупке квартиры в Серебряном Боре для семьи Величко. По предварительным данным поступило 2 предложения, но какое решение будет принято, пока неизвестно. Мы будем следить за развитием ситуации с опасным домом и его упрямым жильцом. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. Компания «Алроса» задействует беспилотный летательный аппарат в Мирнинском районе. Он пришел на смену пешим наземным исследованиям, рассказывает Марферина Алексеева. Даю старт! Под наблюдением Мирнинского управления автомобильных дорог находится 70 карьеров и 1000 километров дорог. Для их мониторинга всегда использовались вертолеты и пешие исследования с помощью GPS и тахиометра. Теперь же все измерения будут производить с помощью беспилотника. Люди уезжали в длительные командировки, месяц-полтора, выполняли тахиометрическую съемку, все это вручную, все это обходили ногами, получается, им эти те же самые 100 километров приходилось проходить ногами. Этот летательный аппарат производят в городе Ижевск. Стоимость беспилотника с учетом обучения специалистов управлению обошлась предприятию в 3 миллиона рублей. Скорость полета доходит до 120 км в час. Набирает высоту до 5000 метров. 3 часа беспрерывной съемки. Работает в условиях до минус 50 градусов. На основе проделанных фотографий можно получить картографическую съемку крупных масштабов. Мы будем видеть всю реальную картину, что происходит, где происходят выработки какие-то, где на дорогах идут какие-то деформации. Когда что-то происходит, получается, мы делаем залет, а после того проходит какое-то время, когда происходит деформация, происходит отработка карьера. Мы делаем еще один залет и уже видим реальную картину, что на этом объекте происходит. К примеру, сегодня воспроизвели аэрофотосъемку дороги у реки Чоналыр. Данный участок ежегодно затапливается, что препятствует проезду горнолыжной базе. По итогам съемок специалисты будут искать альтернативные подъезды. Предыдущие съемки производились на Верхнемунском месторождении с целью изучения деформации дорог. Беспилотник уже оправдал все ожидания и окупил свою стоимость. Летом планируется обновить топографические планы всех карьеров, а также производить мониторинг капитальных работ на автомобильных дорогах Мирнинского района. Марферина Алексеева, Вадим Ларионов, Мирный. Патриотический челлендж «Рингтон Победы» продолжает набирать популярность не только в Якутии, но и за ее пределами. Кто вместо модных мелодий на телефоне уже поставил песни военных лет, расскажет Полина Долинская.
4 февраля генеральный директор национальной вещательной компании «Саха» Олег Марков запустил акцию, посвященную 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне «Рингтон Победы». Вместо модных мелодий на телефоне звучит песня военных лет. Первый вызов был брошен директору телеканала из Омска Артему Серову. Я принял вызов от своего коллеги, директора НВК «Саха-Якутия» Олега Маркова. Вслед за первым ответом к акции начали присоединяться жители нашей республики. Я передаю главе муниципального образования Чурапчинский улус Наговицыну Андрею Тимофеевичу и главе муниципального образования Алданский район Позднякову Северину Николаевичу. Главе муниципального образования город Алдан Александру Лукичу Бугай. Ну и всем директорам детско-юношеских спортивных школ. Молодежь села Хатасы, участвуем в акции «Рингтон Победы». Флешмоб начал набирать обороты, и к нему стали присоединяться библиотекари, блогеры и эстрадные исполнители. Передаем челлендж нашим друзьям библиотеки «Смарт» и второй школе. Хочу передать свою эстафету блогерам. Я отправляю этот челлендж своим друзьям Анатолию Кирилловну Толе Чеке, своей подруге Гале Виноград и директору российского филиала магазина Nature Republic Дмитрию Ким. Присоединиться к акции «Рингтон Победы» может каждый. Для этого необходимо установить на своем телефоне в качестве мелодии одну из песен военных лет. Скачать ее можно из iTunes или любого сайта для владельцев андроидов, либо на сайте телеканала «Якутия-24». Военные песни, как дань памяти героям Великой Победы. Полина Долинская, Григорий Охлопков, Якутск. С громкой премьерой труппа «Саха-цирка» гастролирует в Казанском государственном цирке. Бриллиантовый цирк Якутии приехал в Татарстан по приглашению прокатчика Мурада Абдулаева. Якутские циркачи представили зрителям свою шоу-программу с участием жонглеров, воздушных гимнастов, акробатов, клоунов и других талантливых номеров. Гастроли якутских циркачей в столице Татарстана продлятся до 1 марта. У нас гастроли проходят в феврале месяце в городе Казань. И, конечно же, зрителям очень нравится, зрители очень нас поддерживают, и мы очень благодарны за это казанскому татарскому зрителю. Ну и, конечно же, условия здесь очень хорошие, цирк очень красивый, большой, просторный, и комфортно здесь работать. Студенты Якутского технологического техникума сервиса проводят время за усиленными тренировками к отборочным соревнованиям национального чемпионата WorldSkills. На учебно-тренировочные сборы пригласили сертифицированных экспертов, рассказывает Саргалана Федорова. Решать экстраординарную ситуацию на английском языке будут участники компетенции администрирования отеля. Им предстоит бронирование номера, заезд и выезд гостей. По сути, они сыграют настоящую жизнь в отеле. Эксперты провели контрольный срез, выявили преимущества участников и их слабые стороны. Именно взаимодействие с гостем на стойке, непосредственно лицом к лицу, достаточно хорошо получается у наших конкурсантов. Безусловно, необходимо отработать некоторые алгоритмы стандартных операций. Ну, например, поздороваться, идентифицировать личность гостя, проверить, свободен и готов ли номер к заселению. Без рук, используя только приборы, нарезать фрукты и разложить их на тарелке. Такую задачу решает 10-классница Айна Отова на соседней площадке по ресторанному сервису. А на часах неумолимо истекают последние минуты. С этим заданием девушка справилась. А вот подтянуть навыки складывания скатерти необходимо, говорит Айна. Тут нужно учитывать все, делать углы без всяких ошибок, смотреть сантиметры, они не должны касаться пола. На складывание 10 салфеток дается всего лишь 10 минут, и причем они должны быть сложной формы и разного сложения. Но это одна из легких заданий, выступает лишь как разминка. Помимо сервировки стола, участники отрабатывают навыки обслуживания гостей, декантации вина, организуют банкет и подадут целый спектр блюд с учетом стандартов международного уровня. От нас требуется уверенность в себе, умение общаться с людьми, правильно выполнять свои обязанности в качестве официанта, бармена, все делать по конкурсному заданию. Мы это все обучаем.
6 студентов и 4 школьника представят республику на отборочных соревнованиях национального чемпионата в этих двух компетенциях. Ребята занимаются каждый день по 8 часов. Все задания секретные. Конкурсанты не знают, что им попадется. Поэтому вот такая серьезная подготовка с сертифицированными экспертами позволит получить полное представление о том, что же ждет их в бою. Отборочные соревнования 8-го национального чемпионата WorldSkills пройдут в марте в Сургуте. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Короткая пауза на рекламу, 40 секунд. Потом вернемся и смотрите далее в нашей программе. Земский учитель пользуется спросом. 200 заявок поступило со всей страны для участия в этой программе. 77 из них от якутян. Повелитель холода, экстремал из Калининграда, заморозит себя с головой в ледяном сердце в Якутске. Где и как это будет происходить? Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». 26 миллионов квадратных метров жилья в стране строится по эскроу-счетам. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. По словам министра, в стране растет количество застройщиков, которые работают сегодня уже с банками, переходят на счета эскроу, получают проектное финансирование. Кроме того, глава ведомства отметил, что в прошлом году в стране были введены в эксплуатацию 80 миллионов 300 тысяч квадратных метров. Впервые удалось преодолеть падающую тенденцию по строительству нового жилья с 2015 года. То, что касается перехода на эскроу счета, действительно было много дискуссий, но это единственно правильный способ, как нам защитить деньги граждан. И сегодня мы констатируем, что количество застройщиков, которые работают сегодня уже с банками, переходят на счета эскроу, получают проектное финансирование, растет. За этот год мы создали систему. В этой системе мы четко видим сегодня каждый дом, сегодня 9008 домов, которые строятся за счет денег граждан, либо по проектному финансированию через счета эскроу, либо по старым правилам. В Госдуму внесены поправки о расширении программы мат-капитала. Теперь средства в размере 466 тысяч рублей будут выплачиваться семьям, где уже с начала текущего года родился или был усыновлен первый ребенок. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 тысяч рублей. Поправки продлевают действие программы материнского капитала до конца 2026 года с ежегодной индексацией. Кроме того, решение о выдаче сертификата на мат-капитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не в течение месяца, как это было раньше. Вместе с тем в стране начал работать информационный портал об усыновлении. На сайте собраны анкеты детей, оставшихся без попечения родителей, данные об органах опеки и попечительства, региональных и федеральных операторах банка данных. Уже с 25 февраля имеющие заключение о возможности быть опекуном смогут через портал записаться на прием в Федеральный банк данных о детях-сиротах. На сайте также представлены ответы на часто задаваемые вопросы, информация о формах семейного устройства, образцы заявлений и анкет. Кроме того, пользователи могут ознакомиться с официальными документами по усыновлению детей. Более 200 заявок поступило со всех уголков страны для участия в программе «Земский учитель». Из них 77 заявок от жителей нашей республики. В рамках программы в этом году в Якутии выделено всего 19 мест. На выплату, которая составляет 2 миллиона рублей, могут рассчитывать учителя не старше 55 лет, если они отработают в сельской школе не менее 5 лет с нагрузкой не менее 18 часов в неделю. Прием документов от претендентов продлится до 15 апреля этого года. На сегодня в 2 школах республики, участвующих в программе, еще не поступила ни одна заявка. Это школы Булунского и Устьянского районов. Заявки мы собираем до 15 апреля. После 15 апреля будет работать комиссия, которая будет определять победителей. До 15 июня будет известно,
окончательный итог. Основными критериями отбора для участия в программе «Земский учитель» это наличие среднего профессионального образования или высшего образования, а также на момент подачи заявления претенденту должно быть не более 55 лет. К другим темам. Сегодня на площади Ленина в Якутске торжественно открыли ледовый каток для всех желающих. Обустройством ледового объекта занимался водоканал. Рядом будут расположены кофейня и прокат коньков. Напомним, ранее ледовый объект получил положительный отклик от горожан не только как способ весело провести время, но и как общественное пространство. Это идея катка уже третий год, которая проходит. Каждый год она улучшается, все лучше и лучше. Это вот видимый результат нашей работы, работы отцов с нашими коллегами, с нашими отцами в школах, в округах. То есть мы делаем все для того, чтобы наши горожане чувствовали себя как дома, могли прийти и отдохнуть от своих повседневных забот, подышать свежим воздухом при помощи, с помощью нашего катка. Самолеты Су-34 отработали сложные пилотажные элементы и бомбометание. Учения прошли на полигоне в Курганской области. Кадры учебно-тренировочных полетов опубликовало Министерство обороны. Сообщается, что в течение летного дня экипажи выполнили виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя, пикирование, восходящую спираль, а также боевые развороты и бочки на высоте до 6000 метров. Кроме того, были выполнены бомбометание и стрельба из авиационной пушки по наземным целям, а колонна бронетехники условного противника успешно была уничтожена. Также сообщается, что в полетах участвовали около 10 истребителей бомбардировщиков Су-34, также порядка 15 единиц наземной техники и более 100 военнослужащих. Ну а летчики Хабаровского военно-авиационно-спасательного центра МЧС России провели целевые учебные полеты в сложнейших метеоусловиях при экстремально низких температурах. Выполнены были 60 заходов с применением посадочных систем. Учения длились 2 дня на базе якутского авиазвена на территории аэропорта, как днем, так и ночью. По итогам всему участвовавшему летному составу авиационно-спасательного центра МЧС была поставлена оценка «Отлично». 14 февраля, в День всех влюбленных, калининградский экстремал, многократный рекордсмен мира по плаванию в ледяной воде Олег Рязанов, которого называют повелителем холода, заморозит себя с головой в ледяном сердце. Сегодня он для этого прилетел в Якутск и сразу же направился на 202-й микрорайон столицы, чтобы оценить место, где все это будет происходить. С повелителем холода встретилась наш корреспондент Ульяна Шагина. Именно здесь, 14 февраля, на берегу реки Лена, Олег Рязанов, повелитель холода, попытается пройти свое 3-е испытание. Первое испытание у него было испытание землей, далее испытание огнем. И вот 14 февраля здесь будет испытание водой и льдом. Прежде всего обращение Евни к моей супруге. Да? То есть это Валентинка для нее. Я здесь обязательно сделаю там надпись «Ирина, я тебя люблю». Да? То есть это сердце будет заполнено снегом. Будет сделана выемка, и в эту выемку, собственно, меня и вморозят на 12 минут 52 секунды. Олег в Якутске, напомню, уже во 2-й раз. В 1-й раз он приезжал в прошлом году и установил здесь свой 12-й мировой рекорд, когда прыгнул с парашютом с высоты 4 километра. Но тогда, Олег, вспомним, да, у вас немного не задался маршрут, то есть вы как бы с парашютом приземлились на несколько километров далее заданного маршрута. Вспомните этот день. Мы прыгнули. Свободное, то есть парашют раскрылся, свободное падение завершилось, да, и инструктор, с которым я совершал этот прыжок, мне задает вопрос: а ты аэропорт видишь, аэродром? Я говорю: нет, не вижу. Слушай, нас выбросили мимо, поэтому что делаем? Ну, говорю, будем приземляться туда, где приземляемся. То, что я делаю сейчас, это намного сложнее. Да, вот эти вот 3 испытания. Первое испытание это было испытание землей, когда меня закопали в снег на целую ночь. То есть я там пробыл 12 часов 52 минуты в снегу, без одежды. Да, потом было испытание огнем, как в сказке Вершова. То есть когда был котел с кипящей водой, вот, собственно, 7 минут я там находился. А вам не холодно вот так вот без шапки? Холодно. Ну, на самом деле, это один из способов тренировок, в том числе.
уровня, и мои тренировки, они всегда выглядят следующим образом. Я замерзаю, а потом самостоятельно себя отогреваю. А я замерзаю, как обычный человек абсолютно. Итак, напомню, 14 февраля здесь в 13 часов на 202 микрорайоне на берегу реки Лена Олег Рязанов заморозит себя в лед и при этом не будет дышать целых 13 минут. Как это будет все происходить, очень трудно представить, как человек в целом вообще может не дышать 13 минут. Приходите и смотрите, ну а мы Олегу пожелаем удачи в его деле. Якутия-24 продолжает работу для вас в прямом эфире. Будут продолжать коллеги. До встречи.